Вот полгода был по контракту сейчас в Донецке. Конечно, нельзя сопоставить по масштабам ту войну и нашу войну. Посредством поражения, конечно, там по технике и все. Но у нас была война. Вот она была война. Мы же за год с небольшим, если взять по масштабам Грузии, это против нас было огромное государство. Вооруженное, со своей армией. И мы их прогнали. А что было в нас? Вера и любовь. Вера в победу, любовь к своей родине. Или наоборот, любовь к родине и вера в победу. И когда я стал даже говорить, ребят, вот когда меня пытаетесь как бы убедить в том, что да, там, конечно, по масштабам, по средствам поражения, куда нам, да, там, но мы шли, понятия не было, что такое бронежилет, что такое каска, автомат и вперед. Вот. И мы прогнали большого врага. Еще какого? Участник Отечественной войны, герой Абхазии, командир 3 батальонов, Сергей Матасян родился и вырос в городе Гагра. И здесь же он познакомился с молодым Владиславом Ардзеном. Во-первых, он старше меня на 7 лет, он 45-го года, я 52-го года. Владислава Григорьевича действительно я знал еще в молодые годы, таким вот худым, высоким, очень интересным, очень интересным. Вот. А откуда, значит, его двоюродный брат Руслан Язович, мы были соседями, вот по материнской линии. Оттуда, вот, а у нас место сбора было, вот на месте Гагского универсама, было старое кладбище. Там последнее захоронение, оно датировалось, по-моему, еще до военным, я имею в виду Великой Отечественной войны, Второй мировой войны. Было. И на этом кладбище было футбольное поле, мы там проводили время, вот, футбол, волейбол, боролись, вот. И Руслан Язович, вот, брат Владислава Григорьевича, он у нас был очень интересным таким самородком, он был талантливым рассказчиком, вот он мог посмотреть, тогда же очень популярно было военные фильмы смотреть, вот, где наши всегда выигрывали, вот, и вот он посмотрит один фильм и две серии прибавит от себя, вот, было такое, вот, и такой, я об этом случае рассказал Владиславу Григорьевичу, он столько смеялся с этим великим человеком, я был на коротке, в каком смысле? В рамках допустимого, конечно. Но как человек было такое, что вот многие даже как бы завидовали, что ли, вот как ты спокойно с ним. И Владислав Григорьевич, он не скрывал этого, он помнил и моего отца, дядю. Отец Сергея Матасян в 17 лет ушел добровольцем на фронт в Великую Отечественную войну. Победу он встретил в Австрии. Сам Сергей перед началом грузино-абхазской войны был советским офицером. Итак, Сергей, вы командир 3 батальонов. Да. Насколько мне известно. А вот скажите, пожалуйста, как вы умудрились и армянский батальон, и 2 абхазских батальона возглавлять? Эту территорию вот от Нижнего моста и до моря занимали ребята гудаутские, в основном афонские, по-моему, вот они долго сидели, там позывной учитель. Они постоянно, но потом все-таки пришло время, когда ребята устали, но невозможно постоянно быть в окопах. Вот. И я был в составе Гагарского батальона Виталия Кажева, был заместителем командира роты. Но когда мы выезжали на линию соприкосновения, значит, тогда я возглавлял всегда группу, как командир роты был. Как-то раз. А командиром батальона при мне. Там были другие, я их не знаю, но когда я
мы приезжали на линию соприкосновения, когда был командиром батальона Владимир Шакирович Авицба. Он был ранен. И вдруг я слышу, меня ищут, что такое, пригласили в штаб, и говорят, где ты ходишь? Вот, ты командир батальона. Я, как пионер, всегда готов. Вот, утром просыпаюсь, ни одного зама, ни одного пума, ни одного патрона, территорию не знаю. Был Кочубей Авицба, был командиром роты, а батальон был сводный. Нижнего моста к морю выделили нам. От моста к Владиславу Григорьевичу дому там обслуживали гудауцы. Ну и рота была, потом на мельзаводе сидели, это потом уже ребята с будущего Сухумского батальона, там Алхас Квициния был, там Даур Харази, там, ну, ряд ребят. И мне говорят, ты командир батальона. Все. После мартовских событий, значит, ну, говорят, поражение. Не было поражения. Мы просто вернулись на исходные. Не получилось. Много было недочетов, не очень были готовы и так далее. Но это другая история. Война есть война. Война – это наука. Самая страшная наука в мире. Учиться убивать, вы знаете, это не самое лучшее, да? Но это война. Вот, работали над недочетами и так далее. Мы вернулись на свои исходные позиции. Пересекли реку. Вот я лично где-то сутки, по-моему, пробыли, вернулись обратно, к сожалению, с потерями. На эту территорию, которую занимал мой батальон, первый батальон, был прислан 3-й батальон под командованием Зураба Кутелия, насколько я помню. Я могу ошибаться. Мне было поручено формировать другой батальон. Ну, там сказали, что 2 батальона есть, там еще там роту поможем сформировать, и у тебя будет полнокровный батальон. И один день вдруг папа, по-моему, говорит, там, ребята тебя, смотрю, значит, Даур Харазия и Дима Адлиба. Приехали, говорят, к тебе, ребята прислали, вот у нас сформирован батальон, но с командиром ничего не получается. Один не подходит, другой отказывается, третий. Ну, в общем, говорит, и мы когда сидели, вот даже, по-моему, Гена Цвинария как-то рассказал, что вот начали перебирать, и вспомнили меня вот по 1-му батальону. Ну, вроде бы там, что-то он там вроде соображает, я не знаю, из каких побуждений. Вспомнили меня, прислали ребят ко мне. Вот. Ну, я точно так же. То есть меня не назначали ни в 1-й батальон, ни во 2-й Сухумский батальон. Я говорю, пацаны, в общем так, сутки жду дома, а дальше ищите меня на фронте. И вот так я попал в Сухумский батальон. И основные события в войне, они связаны именно с Сухумским батальоном. Вот. И поэтому, опять говорю, вот это много. Я могу часами рассказывать о каждом. Мне, в общем-то, очень сильно повезло. Весь спектр сухумчан был у меня, да, от и до. Просто и каждый из них очень интересный человек. И вот с Сухумским батальоном связано у меня практически все. Основные боевые события и особенно Шаромское направление. В начале, вот, а потом уже сентябрьские события, это уже конец войны, освобождение нашей страны маленькой. Мы опять пошли через Нижний мост первыми, наш Сухумский батальон. Но если говорить откровенно, то мы нарушили действующее перемирие. Вот, 14 числа, 14 сентября нас пригласил Владислав Григорьевич. Мы докладываем о готовности, все. Владислав Григорьевич, в общем так, привести все в порядок, до особого распоряжения. И мы так, я там тоже
Слава Григорьевич, ну когда будет приказ? Он так, и тут все вместе, как начали, даешь войну, мы готовы, мы туда-сюда. А также это ж... И он так, ребята, вы что? Мы что, готовы? Вот, ну он же человек, он прежде всего был, он великий, но человек. И все человеческое было присуще ему. Он как бы даже растерялся. Ребята, вы что, мы что, готовы? Да мы там порвем, разорвем, там туда-сюда. Из этой неопределенности, это потом мне после войны стало известно, что там готовили. Мы в любом случае бы пошли на нарушение. Вот, его там должны были как бы вроде бы откомандировать в Москву, там придумать какого-то там непослушного генерала от бар, там туда. А мы как бы опередили эти события. И вот 16 сентября, в час дня, через мост, 4 моих ребят, там совместный патруль был, 4 грузин и экипаж российских десантников на БМДшке. Наш Сухумский батальон, никто не, как говорила моя бабушка, внезапно перебежали, пересекли линию фронта, застали их врасплох и продвинулись. Мы где-то, по-моему, вечером 16 или 17 утром мы были уже на территории учхоза. Ну, оттуда все пошло. Потом, в общем-то, мы активно, такие активные боевые действия в целом, значит, 16-го мы пошли. Ну, я 22-го был ранен, значит, тогда вот брат погиб, минут через 15-20 я был ранен. А брат был в моем батальоне, он возглавлял медицинскую службу, он сам был врачом. В тот же день на территории моего батальона погиб дядя Владислава Григорьевича Гайдар. Ну, потом мне ребята рассказывают, что к 25-му уже практически сопротивления не было. То есть они продержались какое-то время, но когда побежали, и мы потом смеялись, говорим, мы очень часто слышали «Мишвеле», то есть «помогите». Я участник 5 января событий. Я участник 16 марта, мартовских. 5 января мы даже не пересекли реку, по крайней мере я, там мне были приданы какие-то... Мы даже не пересекли, все было туманно, там куда идти, что идти. Прислали, сказали, мы к тебе. Вот, ну вот так было. 16 марта было более организовано. Но опять же, как-то у нас не все получилось, там средства связи не хватало, слаженности не хватало, не было опыта. Вот, например, Сентябрьский, что он был совершенно другим. То есть была определенная слаженность, что мы, взаимодействия фланговые вот, были уже, мы имели представление, кто с правого фланга, кто с левого фланга. То есть мы были подготовлены. После войны мои соплеменники без меня женили. Сказали, ты назначен командиром армянского батальона, значит, 4 МСБ имени маршала Баграмяна. Ну, не буду тонкости рассказывать, мою реакцию тоже, потому что я еще с палочкой ходил после ранения. Вот, но, ну хорошо, Родина приказала, значит, надо идти. Я там, тоже яркий такой момент, где-то на 3-й или 4-й день я получил ранение уже осколочное в спину, такой хороший осколочек получил. В общем-то, все думали, что я больше не вернусь. На 3-й или 4-й день, меня вечером прооперировали, утром я убежал, и на 3-й, максимум на 4-й день я вернулся обратно. А потом была служба в госбезопасности, погранотряд и долгая служба в МВД. Вам 72. А зачем вы поехали на войну в Украине? Ведь все войны уже прошли вы. Я нет. Я советский человек. Я советский офицер. Я не знаю. У меня была одна попытка в конце 22 года. Вот так я на ура поехал.
Там что-то не получилось. 2 недели там меня промурыжили, и в конце концов сказали, извини, не получается. Вот. И в прошлом году на 30-летие, значит, нашей победы вот я увидел Ахру Авицбенд, там ребят, с кем я успел познакомиться, вот, и упрекнул их, говорю, что это такое? Я должен был, я обязан был быть там в каком-нибудь качестве. И Ахра говорит, есть желание, приезжай. Ну вот я и официально дома сказал, что еду к родственникам в Туапсе, вот, а сам выехал в Донецк, вот, в подразделение Микича, бедного, ой, какой героический парень, просто бесподобный. И погиб как воин. Он был воином и погиб как воин. Харабова Вова. Вот, был конкретно в его роте. После него сейчас стал, там же у всех позывные, как я кликухи называю, Балу, молодой парень, чудесный парень, Бигвава Батал. Смысл человеческой жизни для Сергея Матасян – оставаться человеком во всех жизненных ситуациях, что-то сделать для своей родины. Сергей – отец 5 детей, у него 6 внуков. Именно моя семья большая, любимая мной, и я ими тоже любим. И это очень важно. У меня есть моя родина, которую я люблю, которая оценила мой вклад в освобождение. Я все-таки оценили мой труд, ратный труд. Я герой Абхазии. Я просто живу. Вот. И думаю, что счастье в этом, жить. На самом деле ваше имя, конечно, вписано золотыми буквами в историю абхазского народа и всех жителей Абхазии, которые здесь проживают. Спасибо вам. Служу отчизне. Люди воюют за что? За Родину, за Отечество, за его независимость, за его свободу. Но так как я, Маркарян Кивор, родился на этой земле, и то, что мне мои предки, отец, мама, дедушка, бабушка, они мне говорили, что это Абхазия, это не Армения, это Абхазия. И когда людям я говорю, что я воевал за свободу и независимость Абхазии, за свою родину, они говорят, Кивор, это не Армения, это Абхазия. Я говорю, ребята, вы не путайте понятия Родина и Отечество. Родина – это там, где я родился и вырос. Мое Отечество – это Западная Армения. Там есть такой город, был вернее, Чаршамба. Маркарян Киворк родился и вырос в городе Гагра, окончил Гагрскую школу номер 3, служил на Северном флоте, работал в российском МВД, поступил в высшую следственную школу МВД СССР, имел звание лейтенанта. Однажды, возвращаясь с вылазки, мы попали под грузинский заслон. Их было 6 человек. Я потом на следующий день посчитал. Было ровно 25 шагов. В упор в нас стреляли, но так получилось, что ни в кого не попали. И мы остались немножко окруженном виде. И тогда же Харазия Виталик, Замбик Хагуш, они, находясь, где наша база дислоцировалась, оттуда начали открывать огонь. Хотя они их не видели, но открыли огонь. И тут стадо коров между нами и грузинами проходило. И они не могли точечно стрелять в нас. Естественно, мы тоже не могли стрелять. И нам момент попался, что мы отошли в правую сторону. Это было в Колхидском ущелье, там деревянный мостик есть. Вот, ушли через колючки, ушли к своим. Первый раз вот то, что я попал именно под пулевой обстрел. Было страшно. Было первый раз у меня. Ребят попросил воды, они дали мне воды попить. Но когда кружка донес до рта, в кружке не было воды. Тогда они налили воду в кружку и преподнесли мне, я выпил.
То есть вот настолько вы нервничали. Да, вот. После этого уже, естественно, мы начали уже более уверенно, более жестко вот, реагировать на всякие грузинские вот эти выходки. Первый день, когда мы начали освобождать город Гагра, мы дошли в Гаграх на объездной, там есть взорванный мост. А вот не доходя по трассе, чуть ниже спускаешься, там наверху на сопке, такая круглая сопка, там эвкалиптовая роща. Первый день мы дошли до этой эвкалиптовой сопки наверху. Уже темнота, уже темнело, но нас вычислила грузинский вертолет. И тогда, когда увидел, что вертолет крутится вокруг нас, вот, тогда же уже темнело, и подошел к Харазе Виталику, говорю: Виталик, говорю, ночью или завтра утром эта сопка превратится в макароны. Давайте уйдем отсюда. Кивор говорит: ночь, куда мы пойдем? Я говорю: здесь оставаться нельзя. Эту сопку будут обстреливать что ракетами, что пулями, пулеметами. Вот. Кивор говорит: если ты знаешь, покажи. И тогда из этой сопки спустились вниз к ручью, и по ручье мы поднялись наверх. А наверх это напротив взорванного моста с восточной стороны. Вот. Там мы переночевали. И рано утром же взорвали грузины вот этот мост. А на следующий день уже началось дальнейшее освобождение города Гагра. Вот. Наша группа разделилась на две части. Одна половина пошла по верхней части, по объездной дороге. Я с другой группой спустились на фонтане вниз и по дороге шли. Сильный бой был у нас, сейчас скажу, где-то в районе Кабарце. Там на моих глазах ранение получил один парень из наших, рыжеватый абхазец был. Ранение получил. Его, когда вытаскивали из-под под обстрелов, я говорю: ребята, прижмитесь к стенке, чтобы не смогли вас задеть. Вот. А они не послушали меня, пошли ближе к дороге, и снайпер поймал второго человека, того убил. Попала пуля прямо в висок. Там он был в бронежилете, в каске, при оружии, все, ну, ниже каски попала пуля. Там же был убит еще один водитель уже. Он со стороны Гагры ехал в сторону Колхиды. Вот, напротив как раз этого универсама. Вот там. И когда мы дошли уже, боями дошли до санатория Украины, пришла команда вернуться назад, где 17-й партсъезд. Уже было темно. Когда вернулись в площадь 17-го партсъезда, вот, стояли, ждали, какие новости, что нам скажут, куда нам дальше двигаться. Тут я услышал на армянском языке крик: «Хей, гате, армяне есть?» Я посмотрел вокруг, никого нету. Я говорю: я армянин. Вот тогда и на крик подошли. Там было нас трое. Именно те, которые оттуда, с передовой, с Украины, вернулись к площади, вот эта площадь 17-го партсъезда. Нас было трое армян. Был, сейчас скажу, Эксузян Амбарцум. Жил он на Пицунском повороте. Жил там Чакарян парень. Имени я не помню. Этот Чакарян жил в Старигаградском ущелье, да, наверху. Вот, он там жил. И я третий был. Из нас вот троих, из троих нас, живой пока я один остался. Почему? Потому что когда шла освобождение Гагрского района уже, там, где смотровой, когда санаторий до санатория Украины не доезжая, там есть спуск такой, и с правой стороны смотровая площадка. Вот в этом месте были бетонные плиты, и вот в том месте Чакарян от танкового снаряда осколком убил его, а Эксузяна поранил, голову поранил, и там поставили титановую пластину. Вот. Я в то время находился с другой группой, вот. Командиром был Капш, глава администрации Алахадзе. Миша, да. Вот он был командиром группы, но в эту же группу входили Хеце Отар, Рома Тарбан, потом Харазия Виталик, Леня Ампар, Хагуш Замбик и еще много ребят, которых я сейчас в лицо помню, но по фамилии не помню. Там же были чеченцы ребята.
Вот. И проводник нас, который на машинах нас кинули на Мамзышху, оттуда пешком спустились мы в Старигаградское ущелье и поднялись наверх, где козье пастбище. Когда спускались вниз, там есть место, где балаганы, Гизля называется. И от Гизли чуть выше там есть место седловина, Аярбел. Оттуда грузины по биноклю смотрели на нас. А когда Гизле прошли, там развилка. Одна развилка идет на холодную речку, а вторая развилка спускается вниз, Христофор, и оттуда уже вниз в Хашупсе и к трассе. Вот. Там уже Миша, видимо, устал или сердце что-то, он не мог командовать. Тогда ко мне подошел Харазия Виталик, Хеце Отар, Тарба Рома, и говорит: Кивор, говорит, ты эти места знаешь? Я говорю: я вон в том селе я родился. Вот здесь я вырос. Он говорит: Кивор, ты будешь командиром этой, нашей оставшейся группы, ты будешь командиром. Я говорю: ребята, здесь одни абхазы, я один армянин. Я не знал, что там еще один армянин был. Он жил и живет, где в Гаграх ресторан «Мельница». Вот, чуть выше, там в том районе он живет. Тогда был пацаном. Вот. Я говорю: нет, ребята, давайте, пускай будет командиром абхазец. Я как проводник буду проводить и показывать. И тогда я начал в качестве проводника и бойца с этой группой спустились от Гизли, спустились вниз Христофор, село Христофор, и оттуда где-то вдоль речки, где-то через лес, где-то по дороге. Там есть, в Хашупсе есть место, 3 тополя растут, 3 или 2 тополя, там же есть родник. Вот в этом месте мы, когда спускались, увидели икарусы, где-то 2, по-моему, 2 или 3 икаруса там было. Потом мы догадались, что на этих икарусах грузины поднимались вверх, чтобы нас остановить. Но дело в том, что они испугались на нас открыть огонь, вот, спрятались в своей засаде. Мы мимо них прошли вниз, дошли до трассы, оттуда уже 6 числа дошли до КПП, вот сюда, до Псоу, и наша группа, усиленная группа, по Сальминской дороге поднялись до Висячего моста. Видели грузины, они на той стороне уже лежали без оружия, руками махали. Вот, я говорю: что там, я на борту КамАЗа, я говорю: что ты там сидишь, лежишь, иди сюда 1 на 1, поговорим с тобой. Но они и никто не пошел. Там же в речке были где-то 2 или 3 автомобиля, потом мотоцикл с люлькой там застряла. И там же, когда дошли до Висячего моста, Рома Тарба вызвался и пошел навстречу к российским солдатам, военным, пограничникам, я не знаю, без оружия. Вот, помахал рукой, поднял, говорит: я, говорит, без оружия, я иду. И пошел на мосту уже. Они договорились о том, что мы не открываем огонь на российскую сторону, находясь, хотя там грузины находятся. Они не стреляют в нас и нашу сторону. В феврале 93 году мне сказали, что мне пригласили, ОМБ имени Баграмяна быть замкомандира отдельного мотострелкового батальона имени Баграмяна. Вот с того момента я был заместителем командира батальона по служебной части, по службе. То есть моя обязанность была проверка исполнения приказов командира батальона и надлежащее дать распоряжение, чтобы делать. Вот. И потом, где-то в конце июля уже, по приказу Верховного Главнокомандующего Ардземба, был создан 2-й батальон. Но до этого, сейчас скажу вам, в 1993 году, в апреле месяце, мы решили с командиром батальона ОМБ Вагаршаком Касян, решили, что наш батальон должен участвовать на Эшерском фронте. И тогда же в Нижнюю Эшеру 1 апреля 1993 году в качестве командира батальона, а я был исполняющий, там уже находился, исполняющий обязанности командира батальона, армянского батальона Баграмяна, я ездил туда и находился там в должности исполняющей обязанности командира батальона. Там же 2 апреля.
что бьет? Как воюем, расскажите, интересно же будет. Как воюем? Ну как? Как можем, так и воюем. Так и воюем. Стараемся, естественно, стараемся. Когда последний выстрел будет с этой? С этого? Да. Я думаю, что последний выстрел должен быть на Ингуре. Это после того, как в Ингуре ноги помоем, Да. каждый по бутылке шампанского А нельзя туда выпьет. в шайтан трубу налить? Можно. Полно нальет, сколько можно. Я столько не выпью, не знаю. Это такой рок будет у нас. Это уже большой рок будет. Но желание такое. Последний выстрел должен быть. Естественно, что последний хотим делать на Ингуре. Там, сколько я знаю, среди ребят у нас был договор такой. Помыть ноги возле Ингури, попить шампанского, сделать последний выстрел и, естественно, обратно вернуться. Дай бог. Вот. Другой цели нет. Другого. Был один эпизод, значит, первый батальон шел по Яштухе вниз, а второй батальон, Кивор, Маркарян, командиры, они шли по Личкопу. Вот там холм по верхней стороне. Вот с вокзала там идет дорога по Личкопу наверх, мимо кладбища, и вот оттуда 3 танка шло. Танки, и на них были вооруженные, ну, естественно, люди. И вот первый танк подбил Кивор, Маркарян, там же он и получил ранение. Рядом с ним стоял Кивор Мелитян, замполит батальона, другие ребята. И вот, вы знаете, если бы эти танки, я вам серьезно говорю, ответственно, если бы они прорвали в тот момент линию обороны, за нами уже не было второй линии. И неизвестно, чем бы это все закончилось, но однозначно были бы в любом случае большие потери. Из нашего батальона получили тяжелое ранение от минометных обстрелов грузин. Получили 16 человек, из них один был в очень тяжелом состоянии. Почему? Потому что осколками он был ранен в голову. Он буквально несколько лет тому назад здесь он умер. Это было 2 апреля. Там же, тогда же, получила ранение моя супруга. Киворг сделал предложение медсестре батальона Марине Минасян, и уже на Гумистинском фронте под рвущиеся снаряды они отпраздновали это событие. Марина Минасян прошла всю войну, 2 раза была ранена, 2 раз была беременна старшим сыном, она кавалер ордена Леона. У Киворга и Марины 2 детей. К сожалению, болезнь не пощадила ее. Первое ранение она получила 2 апреля 1993 году. Осколочное ранение от миномета. Вот то, что я называл, 16 человек получили ранение, в том числе она, находясь там на передовой вместе с бойцами, побежала, чтобы помочь раненым. И тут же минометная мина, где-то недалеко от нее, рядом, взорвалась, и осколки попали ей по позвонку. Я выбрал абхазскую сторону, тем более, что у меня все друзья, многие друзья были абхазами. Я знал, что это Абхазия. Рано или поздно, в любом случае, Абхазия должна быть Абхазией. И я воевал за эту родину, за то, что здесь у меня родились родители, здесь я родился, здесь мои дети родились. Это Абхазия. Я воевал за эту землю. Я проливал кровь, воевал, не жалел ни себя, никого. Я воевал за свободу, независимость Абхазии. И буду воевать, я как уже говорил. Это Абхазия. Поэтому я выбрал именно абхазскую сторону. Несмотря на то, что до начала войны грузины подходили ко мне: Кивор, на тебя форма есть, оружие есть, ты не беспокойся. 1 на 1. Я говорю: спасибо, но против кого мне воевать? Говорю. Против кого? Среди грузин у меня друзья, среди абхазов у меня друзья, где я за столом садился. Но я знал, что это Абхазия. Абхазия. Это не Грузия. Она не может быть грузином. Почему? Потому что еще мне рассказывали, что вытворяли грузинские нашествия еще в период гражданской войны. Как они наезжали на села, что они вытворяли. Зная все это, я должен за них воевать. Я не буду за них воевать. Я на этой земле нахожусь. Я родился, вырос на этой земле, на абхазской земле. Это моя родина, и я за это буду воевать.
На Восточном фронте особо прославился легендарный экипаж танка «Тигр». Единственная атака, в которой мы не участвовали. Да. Боимся это. Что, вы думаете, что это без вас обойдутся? Да. Конечно. За такую мелочь нам горючее тратить без того. Притом сейчас туговато горит, но Гоги подогреет нас. Что говорит сейчас? А ну чатер, что мы наш? Давай, вставай в землю. Джарак алар хабха разак хархана гулобара. Пахама. Игорь, я смотрю, вы невозмутимы, вас ничто не пугает, не волнует. А что пугаться, что? Нас никто не пугнет эти снаряды. Мы от них снарядов не боимся. Сергей, я знаю, что ты впервые сделал танковый таран. Расскажи, как это было? В Тамишском бою взяли. Страшно было? Как у вас дела? Страшно было? Нет. Если страшно было бы, я не сел бы на танк. Мужчина должен бояться от женщины. Больше чего бояться? У вас, чтоб всегда у вас такое хорошее настроение было. Спасибо. У нас всегда есть такое настроение. Вот многие не знают, как это происходило, как ты шел на таран. Танк со стороны Сухуми прорвался, короче, там наш закрытый был дорога, ну прорвался. Ну сверху еще пехота был. Когда он на мост выехал большим скоростью, я стоял там и развернулся в сторону Сухуми. И сразу навстречу к нему, да? Не, он когда ехал оттуда сюда, я развернулся и в лоб стал. А потом мы снаряд запустили, прямо у него пулеметная сторона. Вот. А тот пулеметная сторона, когда зацепил, где-то метр было от меня 30. Он заднюю скорость включил, а сзади Жигули стоял, там этот дорожник. А потом, как он скорость включил, я на скорости стоял второй скорости и тронулся. Первый, второй, третий и на таран. А я же дорогу, мост знаю, как мост в каком высоте и внизу поле какая сторона. И там обрыв какой-то. Я начал его бить на таран правой стороны. Правой стороны от механика бил, короче, повернул чуть-чуть и толкнул туда, короче, в обрыв. И два тарана в этот день два сделали. тарана мы остановили. Осколочным не остановишь так, никак не остановишь его. Только башню может сорвать с места, но там экипажу ничего не случилось. И толкнул туда назад, в сторону речки, где дом и стал. А там сзади пехота, когда под речник пошел, они ушли. И там убили вторым снарядом, механик живой был, хотел выйти, вышить хотел, он только руки высунулся, второй снаряд получил, короче, руки отрезал оба, и он убитый был. Журналист Восточного фронта Анатолий Шоня в перерывах между боями умудрился взять интервью у экипажа. И я вас долго искали, наконец я вас встретил в Аджибжах. Ну вот это, а так в бою были везде. Жаль, что я не смог застать вашего командира. Он вот опять все-таки не до конца мне удачи улыбнулся. Еще будет, завтра будет, завтра. Район тоже исправим. Справимся, короче, без командира тоже. Ну, у нас один за всех, все за одного. Вот так. Ну, насколько я знаю, ваш наводчик это брат командующего. Да. Это не Кишмарян, это тоже мы записали армянин. Фамилию тоже поменяли ему. Кишмарян. Миран? وإذا بزيبخا شاب تشبخهم شو يوس ها؟ شاب بيحرز بس بدل كشمريان حنادم Раз, чтоб с первого дня, чтоб вообще обстрахать седер, там кунах гузыги, усан хайцнах седу, ащти шхаб хахиги. Прошло 30 лет. Время не пощадило героев. Остался в живых только командир. О прошедшем напоминает сам легендарный танк, ставший памятником в селе Лабра. Группу зашел в начале сентября, а война началась 14 августа. Ну, мы пришли на работу, в школу, начали стрелять и ушли. В начале января группа Джигердинский пришел, надо было им помощь.
Ну, начал я готовить. Сентябрь, в начале октября, когда грузины поднялись наверх, мы с ними в Джигер уехали. И я таки в группу зашел, до конца группы был. В конце октября, числа 25 октября, уже мы выехали на атаку. Первая атака у нас была в Меркулах, вторая атака сюда. И пошло вот Томуш, Тамиш, ну где не были, везде бывали. А после уже до конца Аик, хороший специалист, хороший механик, Хвичак Ишмаляев, тоже специалист, он учился в военной училище. Приехал и начал здесь воевать. Самбат. Про Самбата много можно рассказать, потому что после войны тоже он много чего делал. Отличный друг, хороший. Другой уже ничего не... Про войну не расскажешь. Война есть война. Некоторые говорят, расскажи про войну. Ну что расскажешь? Не побывал, не знаешь. Сколько танков вы поменяли? Это 4-й. Тигр-1, 2, 3 и 4-м закончили. А почему вы меняли? Почему? Ну, один сбивают. Или другой хороший бьешь, на том ездишь. Вот так и менялись. А так что, больше он не трофей, чтобы взял домой, спрятал. Вот так и менялись. Один сбили внизу, один сбили в Ачамчиле, один сбили в Анарху. Ну и вот этот 4-й тоже остался с нами. К памятнику в селе Лабра часто приходят уже подросшие дети членов экипажа «Тигр». Они все живут в своем селе, которое так героически защищали их родители. Габриэл, а вы войну часто вспоминаете? Про войну? Обычно вспоминаем, как, знаете, когда чужие люди вот так собираются, про него, про войну даже не хочется говорить. Мы вспоминаем, когда друзья, военные друзья, собираемся, тогда начинаем вспоминать мы между собой, кто где был, как воевал, что было, а другой ничего про войну. Скажите, ну можно сказать, что этот танк защищал Лабру? То можно и так сказать. Ну, много чего про этот танк говорит можно, потому что танк, пока стоит, все смотрят, куда, как. Танк пошел, за ним все бегут. Это уже сила. Сила дает людям, дух поднимает. А так другой ничего. Про войну раньше, когда отец рассказывал, отец там фронтовик, когда рассказывал, мы слышали, вспоминали, что они пережили. А потом эту войну, война, когда началась, уже мы начали воевать, мы начали на себе почувствовать это все. В школе села Лабра чтут память экипажа «Тигр». Здесь есть класс его имени. Детям на уроках истории рассказывают о военных подвигах экипажа легендарного танка «Тигр».
Положили свои жизни на алтарь победы и братья Асатуряны Артур и Аванес. А погиб от ран Артур Асатрян. Это во время Цугуровской операции я дал приказ, он, ну, как старший офицер, в звании капитана был уже тогда, я поручил ему участок фронта от, скажем, ну, если Сатуряновские склады, вы помните, от Сатуряновских складов до моста, в общем-то, вот этот весь фронт оставался на нем. Приказ. И решил он поддержать огнем, как бы отвлекающий маневр, наверное, он, скорее всего, он задумывал, чтобы от нас отвлечь. Не стоило ему это делать, не его задача была, он просто, ну, в душевном порыве, там брат, там, ну, мы все как братья там были, поэтому мы очень близко дружили, говорили, что Говик ранен. Парень не выдержал, и весь веренный ему состав поднял на ноги и сделал отвлекающий маневр. Конечно, ответка прилетела от грузин, и его ранило осколочное ранение. Наверное, мне спину сломали. Ну, Вовика, что я знаю, что брат родной был Артур. Он в Яштухе, в этом, в Гумисте погиб. Он отстреливался на гранатометом, не гранатометом, а на пулемет с БТРа. Стрелял, и прямой наводка его убило. Хороший парень был, тоже сильный боевик такой, можно сказать, но отчаянный был, как и его брат. Они два брата вообще молодцы были. Они детские были такие, хорошие были ребята. Ну, а у Аванеса сложилась немножко история по-другому, при не совсем выясненных обстоятельствах. Случилась трагедия, это уже после войны. Да, героические ребята, надо отдать им должное. Они, в принципе, когда пришли к нам в батальон из гвардии, офицеры такие стройные, подтянутые, они, ну, как бы вдохновляющий пример такой был. Они какой-то опыт имели уже, по сухому уже. Овик, он сам афганец. Парень, тот, который Крым прошел, он видел это все, он чем-то поднимал наш дух. Мы по ходу дела учились военному делу. Слава Богу, все здоровые были, выросли в Абхазии, горы знаем и ходить можем. Да, но специфику вот поднимали дух наш, это наш комбат был, Говик был, вот кто организовал, вот нам давали дух такой вот бойцовый. Когда они Цугуровку брали, самый последний подорвался мой отец. Первый подорвался Галустра Пизанян, второй Миша, и третий мой отец подорвался, его ногу оторвало по ботинок. А дядька в мартовском наступлении его подбили наверху, у него свой был БРДМ, то есть он тяжело был там ранен, его, нас подбили его.
Скончался он, здесь, когда не было сил у наших медиков во время войны. И как бы решили его вывезти в Майкопскую больницу. И по дороге он, то есть остановка сердца была, оборвалась его жизнь, и так дядька погиб мой. Мне было 7 месяцев, когда он погиб. Он афганец. Афган прошел, все прошел, то есть приехал в Абхазию. Они состояли в Абхазской гвардии, откуда все начиналось. Он состоял, ну, мой отец состоял, мой дядька покойный Артур Асатурян состоял, и ихний друг, не могу сказать, ихний брат, с кем они все вот это делали, Эдуард Сократович Пантьев был. Вот они втроем там состояли, оттуда уже все начиналось. Он был в разведроте у Амирана Берзеня, он был там, ихний батальон. Вот все его вот это Массивские, Гумистинские, они все там были. То есть, когда армянский батальон начали формировать, то есть создавать его начали, его есть такой Дядлёва Дащан. Его все знают, он живет в Сандрыпшах, очень золотой мужичок. Он как бы обратился к моему отцу и сказал: у нас нет нормальных командиров, то есть мы с тобой Афган прошли, говорит, давай к нам, говорит. И папа мой не мог ему отказать, перешел туда, в армянский батальон. Был командиром роты. А если у нас что-то начнется, что наши отцы делали, этот груз на нашей спине, так что никто не собирается куда-то уезжать, как некоторые делают. Так что это вообще не обсуждается. Мы здесь коренные сухумчане, я здесь родился, вырос, так что мой отец и дядька делали, это моя обязанность. То же самое буду продолжать и я, так и мои друзья, и близкие, и родственники. Кавалер ордена Леона, житель села Багрипш, Ншан Устян, включился в Отечественную войну при Гадрском наступлении. Скажите, Ншан, а вот сальминская ваша группа в каких боях участвовала? В основном я могу даже перечислить Иксужан Геворг, Кулян Рапик, но его сейчас живых нету, он после войны умер. Каракян Саркиса живых нету, он умер. Муселимян Гриша. Вот эти ребята, как и я, они во всех этих хипишах участвовали. Ну, были много ребят, которые, на позиционные выходили, а во время атаки, человек подходит, говорит: я не могу, извини, брат, не могу. Были и такие случаи, но мы не боги, мы не судьи, мы насильно как-то человека потащим с собой. Даже был случай перед Сугуровской атакой, мой одноклассник, который у меня в роте, Барсикян, 47 человек полностью. Сколько патронов тебе надо, пожалуйста, гранаты, пожалуйста, мухи, пожалуйста, снаряды, пожалуйста. Кто сколько может с собой взять и на что он надеется. Я перед строем объясняю, что, ребята, говорю, мы туда фотографироваться не едем. Естественно, это только Бог знает, кого-то из нас привезут. Есть человек, который в нем страх сидит, это не перебороть его. Я говорю: выходите, чтобы товарищей не помешать. И выходит мой одноклассник. Говорит: брат, убей, не могу. Я говорю: все, оставляешь, что оружие не надо оставлять. Идешь в штаб, там тебя или, кух работу, что-нибудь в штабе тебе какую-то работу дадут, кому-то какую-то пользу принесешь. Но с собой я тебя возьму, ты мне там помеха будешь. Были и такие случаи. И я никогда не осуждаю их. Так, в кадре наш знаменитый командир роты Ншан
Только что прошел по твоим, без тебя, без твоего спроса, прошел по твоим позициям, где твои ребята. Работают, делают, ребята огонь, честное слово. Я сказал, что если было полк или что, ты будешь главный инженер, как назвать эти, саперные какие-то эти... Саперно-инженерные войска. Саперно-инженерные войска. Вдруг завтра начнется, не дай бог, минометный обстрел или что. Ну мы же на все это рассчитываем сейчас. Просто в лесу в таком положении, без блиндажа, без бомбоубежищ жить нельзя, и каждый солдат должен хотя бы для себя немножко откопаться, закопаться. Это все для блага наших ребят. Хотя бы для той цели, которые мы все равно же победим, понимаешь, это надеяться надо. А были геройские, вот прям геройские? Были. У меня есть такой, тоже награжден, в Сальмах живет, господин Сейран. Очень такой и дерзко, и нормальный вояка, очень прекрасный человек, живет своей жизнью. Очень хорошие ребята, шустрые, молодцы. Даже Сейран, когда уже мы по Дзидзаре спускались к вокзалу, мы там БМП сбили и танк сбили. Прямо по Дзидзаре, по улице. И в БМПшке грузин раненый внутри был. Когда ребята подбежали, он оттуда выстрелил. Единственный Сейран успел, подбежал, гранату в люк закинул и закрыл. Были очень много ребят, которые именно достойно себя вели. Именно по войне я имею в виду. А какие у вас воспоминания о мартовском наступлении? В мартовском наступлении всех нас подвели. Молодцы. Вот Дашан Левина группа. Они пошли вперед очень прекрасно. Они аж до кладбища дошли. А в мартовской атаке именно вот уже когда раненых вытаскивали через речку ночью, мой брат был ранен на нашем берегу здесь. Вот так сзади дома вот такой навес был, санитары, где наши базировались. Их было 3 раненых. Когда уже начали вытаскивать, все, и оттуда отходить, снаряд прямо по навесу попал, все они погибли. В хронике военных действий есть такие редкие кадры, когда в минуты затишья группа Ншана купалась в Каманском источнике. А когда уже мы зашли Шрому и уже выше Шроме, Ахбюк, Хабью, вот эти территории, это было жаркие такой летние дни были, не кушать варианта не было ничего, все воняло. Все воняло, и убитый скот, и свиньи, и куры, и люди. Единственное, его живых нет. У меня из сальминской группы был очень сильно грамотный один парень. Он всю жизнь работал в Ставрополе старшим следователем. За пьянку ставропольского следователя выгнали. Он такой сильный, но пьянчушкой стал. И он был у меня в роте, Демарчан Енок. Шрому, Хабью, все это освободили, где наш десантный вертолет взорван на Хабюке, на этом территории, перемирие дали, чтобы грузины зашли к нам, своих убитых забрали. На ГАЗ-66 приехали человек 14, они свои трупы упаковали, целлофан и все, забрали. Понимаете, бой, юмор, человечество, человек это такое существо, что
5 минут горе, 10 минут смеха может быть. И грузинский полковник подходит, мы сидим, они свои трупы уже забрали, загрузили, уезжать. Ну, человек по своей подошел, грузинский полковник к нам, дает руку, говорит, спасибо, ребята. Может, что, хоть трупы отдаете. И этот мой дурачок встает, говорит, извините, что мало. Ну, тоже нельзя, понимаешь? Но человек ляпнул, уже слова не поймаешь. На вопрос, почему Мшан стал воевать на стороне абхазов, он ответил так. Абхазы в Мецалях дали село, дали скот, дали зерно на 2 года безвозвратно. Это же история, мы его читаем. Мы с тобой за друг друга тост говорим, и он там бокал поднимаем, мы же о чем-то говорим. А как прошлое наступать и пройти? Даже если ты с 5 армянами подрался, так всех армян ты ненавидеть не можешь, и точно так же и я. Это философия жизни. Не знаю, я не грамотный, но россияне наших беженцев армян с Новороссийска сюда, обратно корабль сажали, сюда загоняли, Турцию или сюда, не принимали. Наши ереванские армяне нас не принимали, а абхазцы приняли. Вот, а ты ружье возьми за абхазом гонись. Как? Не получается? А вот сегодня мы стоим прямо в селе, как оно было раньше, Багнаргес. Называлось вот напротив дома командира батальона Вагаршака Костяна. Это родовое его село. И вот 50 метров как раз напротив у нас дом его стоит. Вот отсюда и началось создание батальона имени Баграмяна. И действительно, ребята героические были, они воевали и защищали Родину. Никто никого не убивал, никто не имел против ничего народа грузинского. Но был режим Гамсахурдия, режим Шаварнадзе, который действительно с танками ворвался в нашу родину. Этим и дал повод нам создать новое государство после царя Леона спустя 1500 лет. На самом деле, я в одном спасибо я хотел говорить Эдуарда Амросовича Шаварнадзе, что он со своими фашистскими поступками дал нам второе дыхание, и мы сделали суверенную нашу родину. И сегодня эти же ребята, что Ваня такой же герой, не зря на возраст свой за 60 уже, в том же числе вот и Ашот Костян, герои Абхазии, я рядом с ними после стольких ранений. Мы всегда готовы даже стоять в первых рядах и защищать родину. Мы постоянно общаемся с моими братьями. Село Багнар, затерянное в горах Гагрского района, прославилось тем, что почти каждый житель села принял участие в Отечественной войне народа Абхазии. Именно здесь родились 3 брата Косяны – Вагаршак, Ашот и Арут. Больше всех известен Вагаршак, командир армянского батальона, но скромный Ашот уже с первых же дней войны провел операцию, за что получил Герой Абхазии. Дело было так. Целый взвод Госсовета Грузии, бежавший после Гагрской операции, поднялся в село Багнар. Они ждали вертолет, который должен был эвакуировать их на российскую сторону. Грузинские боевики заночевали в армянских домах. Команда Ашота, вступив в контакт с грузинами, усыпив их бдительность, ликвидировала 8 человек, захватив первое трофейное оружие. Пришли, собрались, с братом сели, собрались, и по соседству ребята сразу собрали, человек 10 собрали, и каждая своя задача была. Уже мы знали, что не все мехедринцы могли убежать отсюда. И по горам расстались. Ко мне попались 6 человек.
попали 6 человек, я с ним подружились. Как раз чеченцы, когда пришли, от испуга я их сказал, что предохранительные места, ты говорю, пулю внутри, чтобы было. И кушали, выпили немножко. Должны были меня встречать ребята, подождал. Короче, нету никого. Ну, уже 3 часа ночи было уже. Мы в лесу там сидели. И туда-сюда, два охранника я поставил, я говорю, сейчас чеченцы придут, расстреляют вас туда-сюда. И я сидим, жду, никого нет, что делать. Взял один автомат и сразу 6 положили. Часовые тоже были, всех сразу положили, уже 6 автоматов уже было. Оказывается, брат и его группа, еще 2 автомата, они раздобили сразу же, за один вечер. За один вечер уже 8 автоматов. То есть у меня пулемет был, ручной пулемет, Славу привезли. У меня уже было тогда, ручной пулемет был. И это автоматы раздобили туда-сюда, и сразу же Черекбая Дюмка, Рома здесь был. И, короче, это сделали, документы собрали, их отдали, и сразу вступили в их батальон. И сперва у нас было отделение. Старший брат Вагаршак был командиром отделения, сперва он был. И потом сразу создали взвод, сразу же. Взвод создали, во главе этого взвода, вот Шаламджан Ереван тоже со мной был, вот Дашандова у меня во взводе был. Он оттуда приехал, у тестя жил здесь внизу. Он после ротой командовал. Они все у меня в взводе были. Мы на позицию ехали в Нижний Ущерб, где спортбаза там были. Когда формировался армянский батальон, Ашот находился в больнице с тяжелым ранением. Не долечившись до конца, он поехал на позицию в Верхнюю Шеру. Все бойцы стремились в его роту, зная, что Ашот – опытный военный офицер. Здесь командир взвода. Вот командир взвода. Ашот. Гагринец? Кандянский? Багнарский. И поехали, еще раз собрались все. И мой взвод закинул туда, где замок феодала, оттуда прямо на мост мы сверху, через веревку. Ну, веревки висели, веревками мы спустились прямо на мост. С моста мы пошли, уже все вместе собрались и пошли. И оттуда и так получилось, что вы должны были пройти уже налево, наверх Яшку. Я, честно говоря, по карте я знал, где Яшка, где что, а так я сухо не знал даже. И так получилось, что мой взвод, первый бой мы приняли, мой взвод принял. Ну, там Асан Сергей был, Гумба Игорь, все. Мой взвод принял первый бой, вот, Ереван с Зушкой помогал меня, Сережа Ящере. У меня рация была, я разговаривал с ним, я говорю, очищай немножко впереди. Ну, сразу ранились, у меня 7 человек, сразу поранились. Еще 2-3 человека послал обратно, чтобы их привезли, но никто не умер. Ну, у меня бронежилет, каска была, короче, 4 пули так получилось, один в голову поймал. Ну, живой остался живой. До вечера, ну, опять же, пополнение у меня было. Пополнение было. До вечера, короче, там мы стояли. Пока наши наверх не прошли, мой взвод стоял там. Там стоял, где зеркало, Тунин дом, где, да? До вечера стояли мы. Ты же в Ашота, да? Да. В Ашота бригаде. Сколько вот как вы сюда приехали, сколько понастроили блиндажей? Сами только вот. Ну, примерно, там до одного. 1, 2, 3, 4. 4. Ну, по нам и зенитка работала, и снайпера очень много работали. Неделю долбили там их. И через неделю, уже когда фронт равнялся, и штурм сделали мы Геловани улицу. Не вниз, а прямо Геловани. И пошли. Ну, в принципе, нормально сопротивление тоже не делали. И оттуда сразу же штурмом пошли в вокзал. Мы думаем, уже
танки туда-сюда едем, думаем, уже все взято. И выходим, и грузины, елки-палки, гуляют грузины, а вокруг нас нету. Мой взвод уже на дороге, где школа, там мы в школе. А наши через неделю к нам подошли. А мы как кинулись туда, да, и сразу на дорогу вышли. И следующий день что делать? И танков ничего не имеем, только гранатометы имеем. И следующий день говорят, давай, куда один танк подобьем. И, короче, 2 раза стрельнул, попал, хорошо попал, но не сгорел. Ашот, скажите, а что это была за история? Рассказывают ваши бойцы, что вы все время носили с собой чемоданчик с медицинскими инструментами. Да, это медицинские инструменты. Были скальпелы, уколы, морфины. Каждый мой боец имел морфин. Каждый имел вот здесь морфин. И уколы, медикаменты, все, лекарства. Первые необходимые лекарства были. Ну, я покупал, каждого покупал. Каждый вот здесь на шевроне было. Медикаменты, резина, все. А у меня эти самые были, медикаменты были. Ну, я бывало, не даже операцию сделал. Одного, ну, осколку снял. Кому надо было зуб рваться, зуб рвал. Очень много, когда боишься, да, когда боишься, это любой медик, хоть это будет, да, сумка будет, они думают, что медик, понимаешь? Один раз так было, осколку снял, одного осколку снял, боится, вижу, боится. А там угли вот такие, для желудка были. Я говорю, иди сюда, вот он смеется. Иди сюда, говорю, и это, говорю, от боязни, говорю, жуй хорошенько, говорю, проглотай потихоньку, от боязни. И смотрю, туда-сюда ходит, ух, говорю, как помог. Еще как помог, говорит. Это хохма был. Ну, надо настроить ребят, что бой пошли, понимаешь? Бой пошли, не боялись. Таким образом, группа Ашота Касяна прошла всю войну без потерь и смертей. Все бойцы армянского батальона отмечают заслуги бывшего зенитчика Эрванта Шахламджана. А зенитки это Шахламджан. Он какие варианты вытворял по ходу боев. Ему надо было в первую очередь наградить всеми высшими наградами. Ему год назад за отвагу медаль дали. А почему остальные носят те высокие награды? А что он сделал? Расскажите нам. Он буквально Личкоп, когда освобождали, он на своем танке выезжал, он открытую бой входил с зенитным пулеметом огромным. До сих пор все молчат, потому что он крестьянин. Он после войны он опять тот же крестьянин, огород копает там на тракторе, что-то делает, он никому не нужен. Лещат, на какой высоте? Обратно сформировался Баграмянский батальон. А потом второй раз, когда на новом, в Афоне уже нас полностью собрали батальон, там нам дали обмундирование, оружие. И даже с нами встретился Владислав Ардзимба. И он пришел, стоим в кругу, говорит, кто это полковник? Я говорю, я говорю, это я полковник. Он пожал мне руку, обнялись. И говорит, таких бойцов, чтобы в Абхазии побольше было. Это слышали весь наш батальон. Потом оттуда мы поехали наверх на Ишеру. Там на позиции, не доезжая ГАИ с правой стороны, разбитая школа. И до сих пор эту школу не восстановили. Там она стоит. И на спуск, на Гумистинский спуск направо идешь вниз, где внизу, где эвкалипты. Мы там, короче, наша позиция была там. Мы никуда не ходили. Ну, сменялись. Постепенно, но не так.
Потом наш батальон получил зенитку, зенитную установку. В то время мы вместе со шотами, с ребятами приехали за продуктами в штаб. И нам сказали, там зенитка есть. Ну, мы пошли, посмотрели. И, честно говоря, на этой зенитке нам научил один наш человек, здесь он живет, на год старше меня. На зенитке он говорит, я знаю. И откуда знаешь? Он говорит, я в мирное время в Германии служил. В Караязде, говорит, на учении я первое место взял. Это наш Джансузян Саркис Тетракович. И показали. Нам потом, я был изначально заряжающий. Вот здесь Текнедян Арамик, он тоже со мной был. Сурик Костян, он там ниже живет, он сейчас в Адлере живет. Он и Галустян Ваган, наш экипаж был. Чудеса творить в бою – это не так уже и трудно, а вот остаться в живых куда сложнее, считает Ирван. И один прекрасный день Ашот пришел, говорит, ты со мной? Я говорю, куда надо ехать? Он говорит, Сухумский штурм. Я говорю, давай, поехали, короче. Взял автомат у меня, 5.45. И, короче, мы поехали сперва в батальон. Поднялись наверх на заправку, где на площадке заправка приехала, уже полностью война кипит в Абхазии, вокруг горят, дома, стреляют, убивают. Напротив Патхи, оттуда, короче, поднялся наверх. И я свою точку выбрал. Вот это тоже, Ашот тоже там сидели, Рабринский один человек сидел. И в последнем Сухумском штурме к нам присоединился очень действительно многие ребята. Кто-то напросил на носилках раненых таскать, потому что у нас много было и раненых. И начали. И я выхожу на стрельбище, чтобы стрелять. Мне сказали корректировку, надо туда стрелять. И оттуда выстрел. Слышу выстрел, а не знаю, пуля где летит, свистит снаряд. И свист снаряда потерялся, я ведь Карлу говорю, Карлу, давай заведи, уйдем отсюда. Как я ушел, где я стоял, Карагозян Карпош, сейчас он не здесь, он в Адлере. И он, где я стоял, там воронка была большая. Короче, это в течение 2-3 минут еще бы мы не тронулись бы, нам бы полностью экипаж бы убил на месте. А потом уже чуть-чуть линия фронта с правой стороны, со стороны моря, когда нам выровнялся, мы позицию поменяли, приехали, где Сухуми напротив вокзала стоит танк, памятник. И мы оттуда начали обрабатывать полностью Сухумский район. Нам было приказано забрать Совмин. А там у них позиция очень серьезная была. Ну, мы начали работать на Совмин. Эрванд Шахламджан награжден медалью за отвагу и медалью за освобождение. Нас приняли в эту землю абхазцы. Когда с нас в Турции резню сделали, нас приняли здесь абхазцы. И нам надо было защищать там, где ты живешь. Мы свое сделали, то, что нам положено. Мы свой долг отдали на этой земле, где мы родились. И где мы живем, мы свой долг отдали. И кровь пролили. Да. И многие ребята умерли. Сейчас мы здесь живем благодаря тех ребят. Я тоже участник войны, я всем говорю. И я здесь живу благодаря тех ребят, которые сложили голову на этой земле. И если бы я тоже бы умер, про меня тоже так бы сказали. Выходец из села Багнар, Гаригин Шишманян долгие годы работал в милиции и только благодаря своему опыту смог раздобыть в первые же дни войны 2 грузинских автомата. Когда 10 человек мы собрались, одна группа осталась со мной, а другой братом. Они вместе поехали, узнали, что там тоже 2 человека есть, у одного соседа дома. Там было 2 человека, и они двинулись туда, поехали туда. И как раз он в составе группы был, Каричин. Батальона ничего не было, это первый раз был. И зашли, у него оружие было, пистолет был. И приняли пистолет, и 2 уничтожили. Гаригин, ну расскажите нам тоже.
Ну, попросили, не могу отказать ребятам. В общем, думаю, или им, или мне, вот рисканул как бы. И получился, в общем. Они тоже сразу поняли, но не успели, короче. Одному выстрелил, второй поднялся вот так, оружие захватил, один даже гранат уже хотел сорвать, но не успел. Если сорвал бы, все, погибли бы. В общем, потом еще по контрольной, вот так и все. Жители села Багнар каждый год на День Победы собираются вместе, чтобы отметить праздник. Самому старшему бойцу села было 59, а самому младшему 18. За все время войны в штурмовой группе погиб 1 человек, а в роте Ашота Касяна ни одного погибшего, только раненые. Время лечит раны войны, но память не дает забыть события минувших дней.